кажется тоже, что мы в эфире. Итак, дорогие друзья, я рад всех вас приветствовать. Уже идет 4-й день индустриального форума Медиатопто 2020. И я очень рад, что мне выпала и выдана такая привилегия быть сегодня ведущим и модератором прекрасной сессии, на которой у нас присутствует замечательный спикер, о котором я расскажу подробнее. Прежде всего, давайте я расскажу немножко вам по нашему регламенту. Наш гость в эфире сегодня – это Арсений Ашомко. Все регалии его тоже, как я сказал, перечислю. Арсений представит нам свою презентацию, после чего у наших участников в Zoom будет возможность задать вопрос. На протяжении всей презентации вы можете задавать свои вопросы в чат. Это могут быть вопросы уточняющего характера. И где-то, Арсений, если вы не против, может быть, я даже буду вам их озвучивать, если что-то будет непонятно. Ну, да, с удовольствием. С удовольствием. Я уверен, что все будет, конечно, понятно. Но после того, как закончится презентация, я своим правом ведущего вместо разрешенного одного вопроса, наверное, задам 3-4 вопроса, Арсений, потому что презентация очень интересная. Больше того, я скажу, что я сделал бэкграунд-чек, посмотрел ваши выступления на YouTube и даже статьи, которые вы писали, и поэтому у меня вопросов много еще до начала презентации. И после нашей небольшой беседы мы сможем перейти к вопросам от наших зрителей. И, друзья, для тех, кто Zoom пользуется не очень часто, я хочу вам подсказать такую вещь. Вот в числе участников у вас есть возможность поднять ладошку. И если вы поднимете ладошку, то я увижу, что вы хотите задать вопрос, и этот человек сможет задать вопрос уже голосом. Не просто текстом, а голосом, поговорить с Арсением и, может быть, даже уточнить, если вопрос ему покажется неисчерпывающим. Безусловно, всех мы вас призываем к соблюдению самых элементарных и базовых правил этикета, относимся друг к другу с уважением, можно сказать, с пиететом, не пишем оскорбительных и иных негативных комментариев. Большая просьба. Вот. Да, потому что если вы их пишете, мы видим, кто вы, и у нас есть ваши данные. Да, данные. Арсений ради такого дела даже с Москвы прилетит, когда восстановится авиасообщение, и всем вам покажет. В общем. Друзья, вот смотрите, на главном экране, который мы видим сейчас, уже стоит вопрос по приложению Mentimeter. Вы можете зайти на сайт menti.com, ввести там код 136555, и, как я уже вижу, у нас очень активная сегодня зрительская аудитория, они уже участвуют и вот отвечают на вопрос, который Арсением поставлен. Я вижу, что нас уже почти 50 человек, и поэтому, друзья, если вы не против, давайте я вам представлю, кто же у нас сегодня в гостях, кого мы будем слушать в ближайшие 1,5 часа. Это один из самых опытных спикеров диджитал и медиа рынка Арсений Ашомко, совладелец рекламного агентства Винол, сооснователь и режиссер конференции МЕХ. Очень классный канал на YouTube, предлагаю вам посмотреть, очень интересные лекции и презентации от разных очень глубоких и ярких спикеров. МЕХ означает Marketing, Entertainment, Humor, в том числе проекты Мехико, а также студии публичных выступлений и презентаций. Спасибо, очень интересно. Вот, мне кажется, на каждый вопрос мы так и будем отвечать. Спасибо, очень интересно. На рынке social-медиа Арсений 2009 года. Первый яркий и заметный кейс – это интеграция банка Уралсиб в игру «Счастливый фермер». Я думаю, все, кто застал интернет в нулевых и активно им пользовался, эту игру прекрасно знают и помнят. Работал в рамках Socialist Group с такими брендами, как Pepsi, Дирол, Nivea, Unicredit Bank, Рафаэлло и многими другими в качестве креативного директора, стратега и на различных других позициях, я думаю, с не менее громкими звучными названиями. С 2014 года возглавлял проект Tiger Milk, чуть не сказал Tiger King, под воздействием прекрасного сериала на Netflix, всем его рекомендую. Возглавлял Арсений Tiger Milk, мультиканальную медиакомпанию с десятком тематических проектов, такие как Bon Appetit, Workout, Шпильки, Якорь, Любящие мамы, Шедевры рекламы и так далее. 45 миллионов участников на 10 платформах от социальных сетей до мобильных приложений. С весны 2018 года по лето 2019 года был директором по развитию медиапродуктов ВКонтакте и в настоящий момент, как я уже сказал,
Арсений возглавляет, является совладельцем рекламного агентства Vino и активно выступает с интересными лекциями и, вот, наверное, вебинарами. Арсений, очень рады сегодня вас видеть. Давайте я передаю вам слово, и я думаю, что уже, наверное, можно начинать и даже подводить первые итоги запроса по Mentimeter, да? Да, еще раз всем привет. Я надеюсь, что мы проведем довольно интересные, познавательные 1,5 часа. Если честно, как бы до конца в это не понимаешь, будет это так или нет. Может быть, все, что я расскажу, будет совсем неинтересно. Я неспроста поставил вот этот вопрос на заставку. Мне, правда, искренне интересно, потому что одно дело статистика, одно дело какие-то рейтинги, другое дело то, что вы сами сейчас здесь пишете, это бывает гораздо красноречивее многих выкладок и так далее. Слушайте, я думаю, что мы сейчас я переключу экран для того, чтобы мы начали презентацию, которую я для вас сегодня подготовил. Одну секунду. Я надеюсь, что сейчас все заработает. Вы уже не первый день, я так понимаю. Смотрите, вы уже привыкли к такому формату, ну да ладно. Азим, видно ли все хорошо сейчас, есть ли презентация на большом экране? Да, очень хорошо видно, ваши большие шрифты без Прекрасно. засечек. Все замечательно. Да, друзья, я сегодня хочу поговорить про переупаковку контента для разных платформ. Кажется, это довольно актуальная тема, но просто потому что различных платформ, социальных сетей, мессенджеров, видео, хостингов, каких-то квази-социальных площадок, их становится со временем только больше, практически ничего не закрывается, появляются новые, и рано или поздно там всегда встает вопрос перед теми, кто делает контент, размещает рекламу, делает, собственно, медиа, неважно, или просто хочет самовыражаться, где быть, куда идти, а если быть сразу много где, то как поступать с контентом, который ты создаешь для какой-то одной платформы, либо надо под все. Короче, интересно, история такого большого переходника. Но для начала я хотел вам предложить, на самом деле, чуть-чуть по-другому, если у вас это не так, настроить сейчас ваше отображение в Zoom, если вы смотрите нас с компьютера, а не с телефона. В телефоне, по-моему, увы, нет никаких вариантов. Вот на компьютере вы можете сделать такую штуку, как параллельный режим, когда это, если не ошибаюсь, сверху есть вот треугольничек, и там есть опция его выбрать. Почему это может быть интересно? Потому что все равно есть слайды, но тут еще есть я, машу руками и создаю какое-то ощущение динамики, иногда буду отыгрывать что-то эмоциями, мимикой и так далее, и вам, может быть, просто так удобнее смотреть, а не только там на большой слайд и маленького-маленького меня. Предположим, вы это сделали, или вам это не нужно. Давайте сначала все-таки немножко познакомимся. Я, хотел сказать, я уже бывал в Кыргызстане. Вот думали мы с ребятами, съездим еще в Бишкек, как красиво в апреле, весна и так далее. Но не получилось. Тем не менее, смотрите, я, как ни странно, вообще изначально не должен был быть ни здесь, ни на этих позициях. Я по образованию юрист, но я даже доучился, и все хорошо. Но, если честно, я там уже быстро понял, что меня вообще не прельщает юридическая наука, это совсем что-то не то, меня тянуло в мир рекламы, маркетинга, и я в какой-то момент пошел в медиакомпанию GameLand. Возможно, то есть у нас, конечно, есть некая культурная разница, но, возможно, вам знакомы журналов, которые там были в нулевых особенно популярны: «Хакер», «Хулиган», «Страна игр», «Тюнинг автомобилей». Вот это очень большое издательство, которое, собственно, эти журналы и выпускал. Я там пошел работать таким стажером, можно сказать, в отдел, который занимался рекламными спецпроектами. И когда долбанул предыдущий большой кризис 2008 года, я как раз пришел, там упали цены на нефть, упала экономика в щепки, и проекты перестали покупать, но появилось поле для креатива. Начали взлетать социальные сети, и действительно так получилось, что первым моим большим классным проектом стала интеграция банка Уралсиб в игру «Счастливый фермер». Если кто-то играл, я не знаю, напишите об этом в чате, Азим будет знать, что вы играли. Но
эпохальная история для своего времени, как мне кажется, просто потому что она открыла социальные медиа, там, поток больших денег. До этого их не воспринимали как таковыми. Ну и у меня начался новый виток карьеры. Образовалась компания Socialist, которая потом стала группой компаний. Я в ней там был бодрым директором по развитию. Мне всегда очень нравилась эта позиция, очень красиво звучит. Вот, через какое-то время мне там стало скучно немного, но появилась компания, в которую мы там с моими старшими партнерами немного инвестировали денег и хотели, чтобы она развивалась. И тогда появился как раз Tiger Milk Media, про который как раз Азим очень аккуратно говорил. И там была история, я сегодня буду к ней еще возвращаться, это все, мой путь, он очень важен в моем изложении той темы, про которую я сегодня говорю. И там мы как раз занимались тем, что пытались строить медиа сразу на многих социальных платформах, на разных каналах, группах и так далее. И с 2008 года я чуть больше года проработал в ВКонтакте в должности директора по развитию медиапродуктов, то есть, по идее, тем человеком, который должен был переводить, грубо говоря, язык тех, кто занимается медиа, таких гуманитариев и творцов, на язык тех, кто занимается инфраструктурой, программой, разработкой, вот это все. Не могу сказать, что получилось идеально, но узнал я очень много. Вот, прошлым летом я стал вольно-наемным индивидуальным предпринимателем, и сейчас там, спустя какое-то время, подумая, чем заниматься дальше, я решил, что надо заниматься тем, что тебе нравится, и поэтому, да, появилось снова рекламное агентство. В этом смысле я вернулся опять в рекламу, но что интересно, как мне кажется, что мне все это дало, я могу говорить про контент, на самом деле, получается, со всех сторон. Можно, конечно, сказать, что дорогой друг, ты нигде не стал, там, типа, как сказать, ты нигде не проработал 10 лет, и твоего налета не хватает для глубочайшей аналитики, возможно. Но, с другой стороны, у меня есть понимание, как работает контент, как оценивается, как думает контент для рекламодателей, для тех, кто делает медиа, для тех, кто просто создает инфраструктуру, типа социальных сетей, как они относятся, что, почему важно и так далее. Поэтому, когда сегодня мы будем говорить про переупаковку контента, я постараюсь суммировать все эти разные точки зрения и выдавать вам, ну, некоторые уже, можно сказать, там, выводы или попытки их сделать. Но здесь нас ждет увлекательная история, и построим ее действительно, начиная с истории, с того, что я уже рассказал. Дело в том, что, как мне кажется, на вот эту мою там философию отношения к переупаковке контента очень повлияло как раз там, ну, как, наверное, у любого человека, тот путь, который ты проходишь, тот опыт, который ты получаешь по работе. Я говорил про Gameland, огромное издательство в конце 2000-х годов, и у Гемленда было две классных концепции, которые, кажется, там, ну, в значительной степени опередили свое время. Первая из них, концепция называлась Media for Enthusiasts. Ну, по сути, Gameland занимался тем, что они называли Special Interest Media. То есть есть General Interest Media, которые обо всем. Погода, политика, не знаю, там еще что-то, новости и так далее, это там general interest. А special interest — это что-то про хобби, то есть, типа, журнал для тех, кто играет в игры, журнал для тех, кто играет в компьютерные игры, журнал для тех, кто играет в игры на приставках, журнал для тех, кто, не знаю, там, любит тюнинговать свой автомобиль, журнал для тех, кто увлекается вышиванием крестика. Ну, то есть, типа, действительно очень узкая диверсификация. Идея в том, что, типа, ты делаешь медиа про хобби, про то, что человеку очень нужно. И вторая концепция, которая очень важна в нашем случае, это вот концепция, которую много кто использовал, Create One, Publish Everywhere. Смысл в том, что, создавая однажды какой-то контент, ты добиваешься там, ну или там контент на какую-то тематику, ты добиваешься по максимуму того, чтобы он сработал во многих каналах. В случае с 2000-ми годами, в случае с, опять же, издательством, это по большей степени выражалось в том, что в Геймленде старались сделать так, что если у тебя есть журнал про, не знаю, «Вышиваю крестиком», так назывался, то присутствуй на профильных выставках, делай свои. Может быть, тебе нужно пробовать запускать, не знаю, интернет-портал про это. Ну, соцсети в то время еще, скажем, были в самом начале, но глобально это будет распространяться и дальше. То есть, по сути, окружи человека, которому интересна эта история, со всех сторон и используй для этого, ну, по возможности, минимум ресурсов, потому что если ты уже произвел что-то, какую-то экспертную единицу контента, попробуй донести.
Довольно важная история, действительно, повторюсь, мне кажется, она местами опередила время, просто потому что, ну, в общем, у Гимленда де-факто это так и не получилось. В какой-то момент были отдельные всплески, но не более того. И уже на этапе, когда я работал в компании Socialist, появился бум пабликов. Если помните, вот типа в начале 10-х годов появились паблики ВКонтакте, потом они стали с тем же названием, по сути, плодиться в других социальных сетях. И это было очень интересное время, потому что на рынок пользователей, которые на самом деле в тот момент, где-то в районе 10-11 года, еще не были избалованы большим количеством контента. Это сейчас у нас, да, куда ни плюнь, лонгриды, видео любого формата. Тогда голод был во многом контента, и на людей хлынуло какие-то потоки информации. Паблики стали дичайшим образом расти. Если вам будет интересно, у меня даже, типа, я увлекаюсь еще всяческими статьями и лонгридами периодически. У меня есть довольно интересный, возможно, для кого-то профайл на медиуме. Заходите, там есть прям отдельная эпос в 8 главах, как воспринимался рынок пабликов из 2012-2013 года. Это довольно интересно бывает сравнить с тем, что получилось. Но суть в том, что тогда на паблике перелегла, по сути, вот та концепция, которую мы говорили до этого в Геймланде. Вот с одной стороны медиа для энтузиастов, а с другой стороны create once, publish everywhere. Как это было? Мы как раз с моими партнерами старшими по тогдашнему бизнесу Socialist подумали, что вот этот бум новых медиа внутри социальных сетей — это что-то интересное, и хочется в него попасть, потому что, ну, то есть, как на дрожжах росли проекты, типа вчера было 10 тысяч подписчиков, сегодня 100 тысяч, завтра 200, ну, то есть это было просто фантастический рост и фантастическое управление вниманием, но аудитории, которая была голодна до контента. И у нас родилась идея найти там проект, который уже начал расти, у которого есть более-менее интересный с точки зрения рекламы портфель тематических изданий, и помочь им масштабироваться, делать то же самое в других социальных сетях, делать больше, лучше, класснее, собирать аудиторию. Собственно, закончился тем, что я в итоге вообще оказался генеральным директором этой компании в какой-то момент, просто потому что никто из двух основателей не хотел им быть, а у меня вроде как уже накопился определенный опыт и вес, и так сложилось. И вот в рамках Тайгерменка как раз за 4 года мы прошли довольно большой путь от каких-то глубоко философских концепций, которые мы просто рассказывали на конференциях, до практики того, как это на самом деле делается. Дело в том, что мы, ну, действительно, как вот Зима зачитывал, в какой-то момент мы сагрегировали там довольно большое количество подписчиков на разных платформах. ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, YouTube, Facebook, много разных. И они генерировали довольно большое количество внимания, которое пользователи делали, там, типа, просмотры, лайки, вот это все. И для того, чтобы эту аудиторию, там, грубо говоря, кормить чем-то интересным, ну, нам пришлось построить некоторого рода такую фабрику контента, когда мы производили довольно много, в том числе оригинального контента. Да, в соцсетях всегда будет большое количество каких-то вот этих вот гифок, цитаток и так далее, но есть еще большое количество другого контента. В случае, там, не знаю, с рецептами мы снимали рецепты, в случае с фитнесом тренировки и так далее и тому подобное. И вот именно тогда мы там для себя окончательно сформулировали концепцию мультиканальных медиа, которая во многом построена именно на том, что ты постоянно переупаковываешь или делаешь контент изначально под разные платформы. Потому что в чем суть мультиканальных медиа? Она в том, что у тебя нету какого-то одного места, куда ты всех тянешь. Например, сайты, да, как это в медиа традиционных. Типа отовсюду мы аудиторию ссылками сгоняем на свой сайт, потому что так нужно. А наоборот, ты раздаешь всюду. То есть у нас даже была как бы красивая философская история про то, что раньше, имеется в виду там, ну даже, опять же, в нулевых годах, ну, пресса во многом вот скажем так, в контенте, который читают, потребляют, не пассивно, как телевизор, например, ты можешь, не знаю, там, готовить и слушать телевизор, а вот прям активно потребляют. Пресса была полным гегемоном, и там, например, у меня бабушка живет в Красноярском крае, и я когда летом к ней ездил в школе еще и даже в университете просто на лето, и я хотел, не знаю, покупать спортивную газету «Спортэкспресс», то если не завезли,
то я был отрезан от информации. И это было ужасно, потому что, по сути, паблишеры и вся цепочка распространения полностью контролировали мой доступ к информации и то, как я это получаю. Сейчас, ну и даже там уже последние лет 5, если не 10, все изменилось. Благодаря тому, что у нас есть телефоны, смартфоны, интернет, быстрый, мобильный и огромное количество контента внутри, мы можем с помощью своего смартфона когда угодно делать что угодно. От того, чтобы узнать нужный нам рецепт или новости по спорта, как результат матча, до того, чтобы просто посмотреть фильмы, любые, абсолютно прямо здесь. И это очень важная перемена. Теперь мы сами хозяева тому во многом, что мы потребляем глобально. Но большинство, опять же, медиа в интернете, которые особенно работают от сайта, грубо говоря, они, ну, долгое время, да, в общем, де-факто часто и до сих пор они работают по принципу, что нам все равно, мы хотим вытащить людей из привычной им среды обитания, не знаю, из социальных сетей и затащить их к себе на сайт. Во многом потому, что, да, там понятнее монетизация, потому что так привычнее, потому что, ну, то есть это очень понятные метрики успеха, причин много. Но мы предполагали, что это, с другой стороны, неправильно, потому что люди с удовольствием бы остались в своих социальных сетях и там бы все это потребляли. Поэтому мы вот сказали, что мы типа будем делать новый формат. Мы такие некоторые медиа-экстраверты, мы не забираем все к себе, всех людей к себе, а наоборот раздаем всюду. Пожалуйста, пожалуйста, берите, нам не жалко. И, естественно, для того, чтобы эта история полетела, ты должен был освоить вот эту как раз концепцию Create Once, Publish Everywhere, потому что, ну, соцсети разные, платформы разные. Где-то работают, не знаю, короткие квадратные видео, где-то, наоборот, длинные горизонтальные. Ну, то есть классический пример, во всяком случае, из тех времен, что когда мы начали изначально делать видео для YouTube, и, например, если ты снимаешь рецепт для YouTube, то, ну, ты в то время ее делаешь как красиво, не спеша, ну, хотя бы минуты 3, а то иногда и больше, там бывает и рецепт, на которых и поболтать и так далее. Ну, потому что люди перед собой либо открывают на компьютере, либо ставят горизонтально телефон, слушают со звуком, им интересно. Когда ты делал, а потом, когда начались, например, Facebook стал активно бороться с гегемонией YouTube с точки зрения видео и начал драйвить свой видеоплеер в ленте, они же сделали очень важную штуку. Они, типа, включили автоплей, то есть, типа, тебе не надо было нажать кнопочку, чтобы он заиграл. Во-вторых, они его всячески пропихивали в ленте, увеличивали, улучшали ранжирование и так далее. Но фишка в том, что те же самые видосы, они не подходили для Facebook. Ну, то есть, как бы формально они могут подойти, но реально потребление другое. Потому что, во-первых, горизонтальное видео, когда ты его смотришь из ленты, оно занимает очень маленький процент экрана. И, соответственно, его проще пропустить, чем, например, видео квадратное или тем более вертикальное. А во-вторых, драматургия построена по-другому. Люди из ленты не готовы потреблять, не знаю, 14-минутное видео. Ну или готовы очень редко это делать. А, например, 50-секундное красочное видео, даже если оно не как четкий рецепт, как не инструкция по готовке, а просто скорее крючок для внимания, готовы были. И мы начали понимать, в какой сети что работает, подстраиваться, форматировать, а потом, типа, если у тебя есть видеорецепты, сделать фото легко. Можно даже сделать видеорецепты, если у тебя есть фото, ты просто их там делаешь, определенные слайд-шоу и так далее. В общем, мы долгое время работали именно над тем, чтобы брать максимум из одной единицы контента, из любой ситуации. И очень часто это, да, мы там старались, конечно, заранее продумывать и создавать, но в том числе работает и обратная, ну, не обратная, а другая история, когда у тебя уже из готового чего-то ты просто берешь и адаптируешь под разные форматы, так тоже можно, и, в общем-то, это не сложно, это, в принципе, понятно, да, то есть, типа, ты выделяешь какие-то основные принципы, по которым у тебя существуют разные форматы, хронометраж, форма, особенности драматургии, ну, типа, например, тебе нужен быстрый заезд такой, чтобы в первые 2 секунды захватить внимание, или ты можешь плавно раскатываться, наличие или отсутствие звука, потому что в одном случае ты можешь полагаться на то, что люди услышат, в другом тебе нужны субтитры и так далее и тому подобное. И важный вопрос, возможно, на который вы хотите от меня получить ответ, а я вам его сейчас как бы дам, но не такой, как вы, вероятно, хотели. Как это делать? На самом деле, ну, типа, нету готовой инструкции, есть просто наблюдение и здравый смысл. Все меняется очень динамично, поэтому если вы когда-нибудь захотите или уже хотите адаптировать все и везде,
то нету лучшего совета, чем просто понять, как люди потребляют контент в том или ином месте. Ну, то есть, еще раз, банальность. Если ты делаешь, не знаю, ты смотришь видео на YouTube, ты делаешь это скорее осмысленно, со звуком, долго и так далее. Таков паттерн поведения там. Если ты видео в Instagram, то, скорее всего, должно быть ярко, быстро и так далее. Да, есть, вы скажете, есть же типа IGTV, вот это инстаграмовский YouTube, но по факту, ну, во-первых, наверное, его толком и нету, потому что, в общем, пока он, возможно, есть локальные какие-то особенности, но вот все страны и территории, которые мне известны, как бы там он пока ничем особо похвастаться не может, поэтому, может быть, даже можно опустить это все. Опять же, есть отдельные истории, да, то есть все сторис, они тоже требуют определенного кадрирования, определенного подхода, есть хронометражи и так далее. Короче говоря, нету ничего вернее, чем здравый смысл, потому что если завтра что-то поменяется, здравый смысл наблюдения за тем, как делают другие успешные, как потребляет аудитория, ну и в конце концов, просто какие инструменты вам дает сама платформа, они вам всегда помогут понять, куда же и как это все кадрировать, строить и тогда простраивать. Просто надо постоянно об этом задумываться. Собственно, у этой всей истории с мультиканальностью, с адаптацией под разные форматы есть определенные нюансы, которые чуть-чуть делают не такой, может быть, привлекательной всю эту картинку теоретическую, да, то есть когда я вам говорю, типа, мы масштабируем, мы адаптируем, мы делаем так, что везде всем хорошо, вот такие, звучит хорошо. На практике действительно есть нюансы. Первый нюанс, он самый понятный. Это сложности монетизации. Если вы делаете медиа, задача которого зарабатывать на рекламе, то тут возникает первый банальный вопрос, типа, а как нам это отбивать? Ну, то есть схема «мы приводим людей на сайт», она очень понятна. У сайта есть там понятная экономика, вы зарабатываете на этом, на баннерах, на любых других рекламных блоках и так далее. По сути, контент, который вы размещаете в соцсетях, а тем более во многих соцсетях, во многих платформах, теоретически, конечно, можно монетизировать, в том числе за счет партнерских отчислений социальных сетей и платформ, вот эти все денежки от YouTube, там, не знаю, там ВКонтакте что-то платит, кто-то еще там Дзен что-то, какую-то копеечку дает. Но часто это либо очень небольшие деньги сравнительно, либо вообще часто бывает, что никакие, ну, либо там затраты не окупают, ну, то есть не окупают затраты. Поэтому на самом деле лучшая схема окупаемости такого контента — это когда вы продаете, по сути, встроенную в этот контент рекламу. Ну, то есть вы, не знаю, рекламодателю, или, неважно, заказчику, чтобы это не была за реклама, вы говорите, это увидят миллиард раз, ну, условно, я там, не знаю, любую цифру. И за каждый просмотр давай там ты нам столько-то денежек. И в итоге там, типа, вот твоя задача, грубо говоря, охватить, донести сообщение, мы донесем через вот этот формат. Это, пожалуй, единственное, как работает. Поэтому действительно для медиа как такового это не факт, что в очень редких случаях хороший формат. Для спецпроектов он хорош, для каких-то нативных размещений, если клиент готов и хочет получить большие охваты. Но вот, да, то есть если вы при этом делаете бренд-медиа, то есть ваша задача изначально охвата, то здесь все шикарно. Если вы делаете медиа обычное, с этим сложность. Важный второй момент заключается в том, что для того, чтобы вся эта штука работала, вам не только нужно, ну, с одной стороны, вам нужно очень хорошо заточить всю команду и процессы внутри нее под эту бесконечную адаптацию, потому что еще раз вы там снимаете, создаете как бы условно, один рецепт, одну тренировку, один лайфхак, совет, что угодно, и пакуете его в десяток форматов. То есть это там более-менее нормально работает без сбоев и с более-менее адекватной экономикой, только если вы прям построили очень хорошие процессы, все знают, что как, не на глазок прикидывают, как же это, сделать, а есть очень четкие гайды, по которым они все это хоп-хоп-хоп-хоп, фабрика такая. И заряженность нужна, потому что постоянно кто-нибудь что-нибудь изменит. Одна соцсеть изменит это, другая это. Форматы чуть-чуть по мелочи, но меняются.
И изменения даже банально, типа хронометраж максимальный, там, кусочка, не знаю, сторис изменили отсюда до сюда, они сильно могут влиять. И заряженность должна быть в том, что вы постоянно, помимо того, что у вас есть конвейер, который работает, всегда есть такой R&D отдел, который занимается тем, что отслеживает малейшие изменения и тут же их внедряет. Короче, это сложно, немножко хлопотно, хотя и безумно интересно. Ну и третье, ранжирование платформ по приоритетности не избежать. Дело в том, что, типа даже вот на первом слайде, когда я вас спросил, какие соцсети, какие платформы популярные, даже если убрать задвоение, ну там 5-7 точно есть. Даже адаптировать на 5-7 платформ форматы, ну, все равно довольно хлопотно. С учетом того, что они отличаются часто по мелочам, это прям сильно хлопотно. Поэтому волей-неволей, скорее всего, следуя за экономикой и рациональности в этом смысле, вы будете отдавать приоритет тем или иным платформам, типа такие, ну, мы вот для этих мы адаптируем, а эти, ну, чуть-чуть не натурально, ну, нормально. То есть приведу пример, у нас, ну, не только у нас, вообще был период, например, когда одноклассники активно выходили на рынок видеоконтента, они приходили к видеоблогерам ютубовским и говорили: друзья, давайте мы заберем ваше видео, вам даже будет капать какая-то денежка и так далее. Ну, блогеры многие говорили, ну, давайте. Но фишка в том, ну, типа, как бы и там видеоплеер, и там он как бы там 16:9, и там вот они похожи, но когда ты вот сидишь в Одноклассниках и видишь, что там блогер говорит про какие-то вещи чисто ютубовские, жми там колокольчик, лайки, дизлайки, ссылочка в описании, опишите в комментариях, в комментариях никто не отвечает, но ты понимаешь, что все равно какая-то ненатуральность есть. Адаптация как бы прошла, но она такая, типа, она поверхностная. То есть люди не доработали. Они не доработали просто потому, что неэффективно, они не поставили эту платформу в приоритет. И такого, конечно, всегда очень много. Откуда это берется? Дело в том, что вот действительно все соцсети становятся очень похожими друг на друга. Там сторис, там, не знаю, каналы, сям каналы. Но везде вот по мелочи они отличаются. Не знаю, возьмем те же самые сторис, истории ВКонтакте. ВКонтакте 12 секунд, в Инстаграм 15. То есть один в один не залезет. Опять же, не знаю, там берешь YouTube, там есть дизлайки, берешь другую видеоплатформу, там их нет. И вот опять это нюансы, ты не можешь что-то там делать. И, короче, ты вынужден всегда, ну, либо очень сильно прорабатывать это и уделять этому много внимания, либо ты просто вынужден, ну, чем-то жертвовать. И иногда, конечно же, получаются такие истории, что некоторые платформы не в приоритете, и присутствие их, и контент, конечно же, он немножечко отличается от того, что вы изначально, возможно, хотели сделать. Но что делать? Как правило, экономика диктует такие решения. Все-таки гораздо важнее для многих бизнесов, в том числе для медиабизнеса, чтобы вот та самая экономика сходилась, чтобы тот самый бизнес, он действительно был. Если подытожить вот этот вот кусочек моего спича, мне кажется, что в идеальном мире, это, кстати, если вы видите в левом верхнем углу, это сферический конь в вакууме. Так вот, в идеальном мире, конечно же, в идеале надо переупаковывать весь контент под все платформы и форматы, ну, потому что, ну, как же, вы так лучше сможете попасть в аудиторию, охватить ее больше, донести, создать вот это все, короче, ваш контакт с ней будет лучше. На практике должен сказать и дать вам совет, что все-таки важно не брать на себя больше, чем реально нужно, чем можете, чем вытянете и так далее. Поэтому рекомендую очень сильно расставлять приоритеты и работать с теми, там, активно работать и адаптировать с теми платформами, которые вы считаете, что это целесообразно, по экономическим причинам, по стратегическим, потому что иногда хорошие отношения с кем-то или присутствие в том или ином канале имеет важное значение. Ну, то есть, типа, не секрет, да, что есть часто какие-нибудь имиджевые каналы, где мало людей, но очень важная для тебя аудитория, которая принимает решения. В России совершенно очевидно одной из таких платформ, например, долгое время являлся Facebook, сегодня это Telegram. То есть народу немного, но вот кажется, там есть какие-то важные тебе люди, и поэтому ты там должен быть, даже если экономика прямая не сходится. В общем, целесообразность с точки зрения адаптации и переупаковки, она супер важна.
Если вам хочется от нее отказаться, не рекомендую, потому что, еще раз, красивая концепция, но выпуск очень может быть, что вам не хватит ресурсов ее вытягивать, если вот адаптировать все везде. Если ресурсы есть, если вы понимаете, что это сложно, но вы знаете, за счет чего и как, welcome, вы, возможно, создадите вот ту самую модель прекрасного медиа будущего. Если вкратце, мой взгляд, я считаю, что для брендов, конечно, то есть если вы делаете SMM или вообще медиа для брендов, для рекламодателей, в идеале, конечно, адаптировать все и везде нужно, просто по той простой причине, что вы получаете большее количество контактов, а в большинстве своем, если мы не говорим про жесткий там, вот эту CPA-рекламу, генерацию лидов, вот такую хардкорную, то вам, не знаю, там, продвигать себя, продвигать свои ценности, продвигать информацию о себе важно везде максимально, что называется, нативно. Хотя это и сомнительное употребление этого слова. Вот, поэтому для брендов адаптация, прямо, я считаю, максимальная, это обычно хорошо. Кроме маленьких бизнесов, у которых просто задачи немного другие, а вот для больших это, скорее всего, прям оно. Если вы блогер, или там такое небольшое медиа, скорее всего, небольшой, давайте, блогер, то, скорее всего, не надо, потому что очень часто ваша сила в том, что вы очень хорошо заходите в какую-то аудиторию, которая характерна на той или иной платформе. Получается у вас быть классным YouTube-блогером, будьте. Скорее всего, у вас еще получится много Инстаграма за собой подтянуть, и наоборот, да, то есть, типа, YouTube, Инстаграм очень сопоставимы. Если вы, например, дзен-блогер, а такие есть, я вам Никита Белоголовцев уже рассказывал, то, как правило, у них не получается выйти на другие платформы. Они сильно заточены под тот формат, и хорошо, они там могут быть миллионниками, но на других платформах нет. Поэтому для блогеров очень важно, как мне кажется, в какой-то момент не перенапрягаться, а работать, например, наоборот, свою узкую нишу и быть успешными там, нежели пытаться масштабироваться везде. Для медиа история самая сложная. Я бы сказал, что это 50 на 50, потому что для каких-то медиа и для каких-то целей, для каких-то бизнес-моделей это хорошо, типа, быть везде. Грубо говоря, если вы общественно-политическая организация или просто как-то общественная организация, социальная, ваша задача не продавать рекламу, грубо говоря, доносить информацию в чистом виде, то есть, или, грубо говоря, вам уже там дали грант, какое-то финансирование под то, что вы доносите, то, конечно, вкладывайтесь в дистрибуцию и так далее. Если вы, например, маленькие по размеру сайта того же, но очень там типа классные, умеете хорошо себя продавать, в том числе рекламодателям, возможно, тоже для вас история переупаковки и дистрибуции на многих платформах, она будет экономически очень выгодна, потому что, грубо говоря, на сайте вы продадите за X денег рекламу, а если вы делаете в 8 раз больше охват по всем соцсетям, то рекламодатель за это материал заплатит вам 4x. Это очень выгодно. То есть там вопрос экономики. Если вы большое медиа, которое во многом живет, что называется, на трафике, то есть на баннерах, на всякой подобной рекламе дисплейной, которая встраивается прежде всего на сайт, приложение, то, возможно, вам это отвлечение на соцсети, на дистрибуцию, переупаковку, оно того не стоит. Вам важнее гораздо генерировать трафик и, может быть, точно делать вкрапления, опять же, в тех самых важных каналах, типа Telegram, например, да, то есть там давать больше контента, потому что вы знаете, что какие-то очень важные люди вас там читают и так далее. Короче говоря, здесь тоже царит, на самом деле, здравый смысл, и что адаптировать, что нет, очень сильно зависит от нюансов, от вашего бизнеса, от того, как вы зарабатываете деньги, для чего, и какие ваши глобальные KPI. Я еще хотел на эту тему поговорить вот про что, немножко футуристики. Хочу поговорить не только про прошлое и настоящее, но немножко про будущее, потому что, это довольно интересно, ведь социальные сети, все эти платформы развиваются, появляются какие-то новые ТикТоки, еще дзены, даже за последнее время появилось довольно много нового необычного, появилось много новых функций в старых, уже более-менее привычных платформах. И, наверное, мы все задаемся иногда вопросом, в том числе планируя стратегии коммуникации, развития компании на будущее, какими будут социальные сети, какими будут вообще все социальные платформы, включая мессенджеры, видеохостинг, какие-то непонятные штуки типа ТикТока, да, вот какими они будут в будущем. Мне кажется, что если абсолютизировать, то я бы ответил, возможно, неожиданно сказал бы, одинаковыми.
Ну, типа, на мой взгляд, типа, где-то вот на горизонте все сходится в одну точку, и все очень-очень-очень похоже, и отличается, наверное, только костяком аудитории, который был когда-то набран. Ну, то есть, типа, условные одноклассники от Фейсбука отличаются только ядром, или там от Твиттера, ядром той аудитории, которая в них сконцентрирована. В Твиттере немножко одно общение, в Одноклассниках немного другое, ну и так далее. Возможно, вы не уверены в этом, так как я попробую объяснить. Смотрите, возьмем другой рынок, эволюцию которого мы видели своими глазами. Сотовые телефоны. Вот это вот линейка телефонов Nokia, которые вот там за 30 лет с 80-х годов, там, до того момента, как они продались у Microsoft. Очень, ну, очень много чего изменилось, очень много чего было разного. Если бы мы с вами собрались 15 лет точно назад и в офлайне, и выложили бы свои телефоны, у нас бы были прям они очень разные. У кого-то раскладушка, у кого-то слайдер, у кого-то, не знаю, что-то похожее на помаду, у кого-то что-то похожее на джойстик. Ну, короче, они же сумасшедшие были. Вообще все форм-факторы различные, ну, они отличались кардинально, в том числе, вы, взяв чужой телефон, не знали, как набрать точку, потому что она спрятана, ну, она как-то по-другому набирается, чем на вашем. Все было очень по-разному. Сегодня, да, по сути, осталось два больших клана, iOS и Android, но и они между собой безумно похожи. То есть они, в принципе, за последние 10 лет, они просто схлопнулись почти в одинаковый интерфейс. Отличия минимальны. И встает вопрос, как так? Это же огромная индустрия с большими деньгами, с талантливыми людьми. Почему мы от разнообразия пришли к такой серости, к одинаковости, что все практически телефоны похожи на такие очень дорогие, тяжелые и умные куски кафеля? Ну, сейчас, окей, гнущиеся экраны добавят немножечко разнообразия, но в целом все равно это остается большая пластина, на которой почти все экран. Типа, почему так происходит? Да ровно потому же, почему, типа, становятся похожи все социальные сети и другие сервисы. Первая причина заключается в том, что когда вы начинаете бороться за одну и ту же плюс-минус аудиторию, когда вы рынок уже почти попилен, и вам нужно отъедать друг у друга, а не просто расти глобально во все стороны, то вы начинаете копировать все более-менее уже хорошее друг у друга. И этот процесс бесконечный. То есть вот смотрите, из последнего того, что мы все пережили за, ну, по сути, последние 3-4 года, это история про истории, про сторис. Если бы мы были в зале, я бы сказал, друзья, какое первое приложение вообще начало использовать этот сторисообразный формат? Вы можете ответить сами себе, а потом проверить, потому что правильный ответ — это Snapchat. Snapchat — приложение, которое на тот момент, да, в общем, и сейчас, но на тот момент, прежде всего для таких американских школьников и подростков, и у них была фишка вот как раз вертикальные самоуничтожающиеся графические сообщения, ну, то есть, типа, видео, фотки и так далее. В общем-то, там, по большей части молодые люди так откровенно общались друг с другом, и для этого была функция самоуничтожения, типа ты что-то посылаешь, не переживай, оно тут же уничтожится, нет никакого следа и так далее. Очень круто, здорово, современно. И Snapchat, если вы когда-нибудь заходили, ну, это вообще дикая история, то есть я не считаю себя старым, но я последние 5 лет, каждый раз, когда захожу в Snapchat, я понимаю, что я очень стар, я ничего не понимаю, это жесть вообще, а не интерфейс. Ну, короче, очень молодежно, казалось бы, просто все там отбиты. И мы так долго думали, потому что, типа, вот есть соцсети для тех, кто повзрослее, есть соцсети для вот этих странных малолеток. Но когда Facebook не смог купить Snapchat отказался продаваться, и, видимо, Цукерберг сказал, ну, тогда мы сделаем свой Snapchat со всем, что нужно, и тогда появился адаптированный для Instagram формат Stories. Вот тех самых исчезающих через 24 часа публикаций вертикальных, коротеньких, незамороченных и так далее. И это настолько круто взлетело, что вот люди, которые вчера себя считали слишком старыми для всего этого, начали активно это использовать, работать. Facebook, естественно, пошел дальше, он интегрировал истории в свое основное приложение,
А потом такой вспомнил, ох, у меня же еще есть мессенджеры, давайте я забабахаю, значит, Facebook мессенджеры истории, никому они не нужны, а я забабахаю, давайте в WhatsApp, давайте туда запихнем истории, там они называются статусы, и долгое время, кстати говоря, именно WhatsApp был самой сторис-генерящей платформой в мире, потому что там индусы, а индусы очень любят WhatsApp, и очень зашло им тоже вся эта история, и они там эти статусы генерировали. Вот, и пошло-поехало, и на самом деле почти все более-менее популярные проекты обзавелись своими сторис-подобными продуктами. Появились, не знаю, там в Медиуме блог-платформа, такая хардкорная блог-платформа. Там появились серии, они называются. Да, там уже немножечко по-другому это выглядит, но глобально это вертикальная штука, в которой иллюстрации и текст, ну, типа текст, маленькие кусочки текста могут сменять себя таким слайдером. То есть, в общем, сторисоподобная история. Закончится тем, что в LinkedIn это появилось. И вот здесь вообще самое интересное, потому что получается, что вот в LinkedIn ты, ну, по смыслу это абсолютная противоположность тому, что было когда-то в Snapchat. В Snapchat когда-то, ну, еще раз, это была история про то, что запостишь что-нибудь, оно исчезнет. Это не повлияет на твою жизнь. Когда Stories по форме внедрил LinkedIn, это была история, где молодые люди из университетов могут делать себе как бы небольшое резюме для работодателей. И ошибка в этой истории, она очень сильно, ну, может повлиять на твою жизнь. Получается, что форма, по сути, сохранялась, но смысл полностью поменялся. Но это появилось везде. В русскоязычном сегменте тоже. ВКонтакте сделал истории, когда понял, что большое количество людей сейчас может убежать в Инстаграм, надо останавливать, поэтому вот вам тоже такой инструмент. Да, он чуть-чуть хуже, но он есть. И кого-то это остановило, кто-то не ушел. Дзен, опять же, сделал свои нарративы, и это, ну, тоже переосмысление а-ля серии на медиуме. То есть давайте тоже поиграемся с этим форматом, сказали ребята. Да, сторис появились везде, даже в банковское приложение Тинькофф первыми внедрила сторис внутри. То есть там это они используются, опять же, для другого. Это, грубо говоря, справочные карточки, которые тебе рассказывают, как можно что-то про деньги, как их лучше использовать, как там где-то сэкономить и так далее. То есть, типа, но это по форме сторис, то есть привычные штуки с переосмысленным функционалом. И даже в Яндекс.Такси появились, когда истории, тоже думаешь, что за сумасшествие? То есть вообще во всех приложениях появились какие-то сторис. Даже если где-то они потом уходили, типа как у Дзена, просто потому что там они со временем оценили, что это не самый эффективный формат, и железо дорогое, а толку мало. Тем не менее, мы пришли к тому, что сторис стали таким отраслевым стандартом. Почти везде, в разных социальных сервисах, в сервисных приложениях они появились. И если сегодня где-то этого нет, это скорее вызывает удивление, типа, что у вас серьезно нет сторис в вашем приложении? Очень странно. У вас же социальные сети, что нельзя запостить сторис? Короче говоря, именно по такой логике лучше мы сделаем фичу, которая понравится маленькому количеству людей, чем хотя бы половину из них потеряем, потому что они перейдут куда-то еще. Именно поэтому все заимствуют друг у друга. То же самое, помните про прямые видеотрансляции? 5 лет назад их вообще не было. 5 лет назад они только появились. Сегодня они в любом социальном приложении вы можете начать прямой эфир и общаться с подписчиками. Везде появилось за короткое время, просто потому что если бы оно не появилось, то люди бы начали пересаживаться на другую платформу. А кому это нужно? Никому не нужно, потому что все бьются за долю рынка. Вторая, собственно, причина, почему так происходит, потому что у компаний появляются ресурсы для этого. Они становятся большими, у них появляются ресурсы разработки, денежные ресурсы, чтобы это все оплатить. И значит, что вот эти вот бесконечные эксперименты, навороты, несовершенные, но хоть как-то покрывающие потребность инструменты, их можно создать. И таким образом все делают сразу много одинаковых вещей, хоть как-то. У кого-то они чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но тем не менее ресурсы позволяют. Ну и получается, что это некий такой эволюционный этап развития вообще любой большой компании на этом рынке. Ведь когда нормальный проект стартует, он как стартап, он не умеет делать многое. Как правило, он умеет делать что-то хорошо, одно. Или там несколько. У него есть всегда очень узкий фокус на старте. Это вообще супер правильный путь для любого стартапа, любого молодого проекта. Не распыляться и не делать сразу все,
а делать хорошо что-то конкретное. Например, да, ну, опять же, мы бы поиграли с вами в интерактив, но я вас призываю, там, наверное, отвечать самим себе, и потом будем сравнивать результаты. На старте у всех успешных проектов был какой-то очень узкий фокус. Твиттер. Когда Твиттер появился, у него была очень там, простая формулировка, чем он особенный, что его отличает от всего привычного. Эта вещь, это очень просто, это только 140 символов публикаций, все, ничего другого. И это работало, типа, очень узкий фокус, он породил там много, не знаю, там, ну, это, по сути, целый сдвиг в культуре, да, то есть там книги люди пишут про 140 символов, их значения в культуре современного мира. Это породило определенный формат общения урывисто, это формат потребления контента и так далее. Но это было очень круто в начале, хотя, по сути, это, ну, ресурсное ограничение. Ты много чего не можешь сделать, ты не можешь сделать такой мультимедийный комбайн, ты делаешь одну очень простую штуку с короткими сообщениями. И получается круто стреляет. Сегодня Twitter умеет все. И 140 символов уже нету давно, там минимум 280, и он имеет все, там есть и личные сообщения, и мультимедиа внутри, и что угодно есть. И вокруг целая экосистема с прямыми трансляциями. То есть, как бы сегодня Twitter — это все. Но тогда это очень узкий фокус, который позволил пробиться стартапу и стать очень большой, солидной компанией. Инстаграм. Сегодня Инстаграм, конечно же, огромен, умеет все, в нем есть внутренний YouTube, в нем есть внутренний мессенджер, в нем сейчас появляются внутренние онлайн, платформы для онлайн-магазинов, все на свете. Но на старте Инстаграм делал очень, ну, во-первых, он был одним из десятков, сотен стартапов, которые пытались залезть на нишу фото в смартфонах, и он сосредоточился на двух вещах. Он говорил, у нас только квадратные фото и с ретро-фильтрами. Квадратными они были, ну, и это их сильно выделяло, они не позволяли, в отличие от других, там, вертикальные, горизонтальные, отчасти так было проще, просто в том числе запихнуть их в мозаику и так далее, но это добавляло стильности. А ретро-фильтры отчасти тоже были вынуждены меры, потому что фотокамеры в телефонах 2010 года, даже iPhone, да, запускались только на iPhone, они были ужасными. И если ты просто выкладывал фотку, она получалась какая-то размытая, кривая, неинтересная, а с ретро-фильтром она типа под хипстеров. И вот, и это позволило выделиться, запомниться и пройти дальше. Сегодня Instagram — это огромная платформа, которая все умеет. Google+. Вопрос. Что хорошо на старте, в чем была фишка, что хорошо на старте делал Google+. Не знаю, как вы ответили себе на этот вопрос. Я скажу, что, в общем, ничего он и не умел хорошо на старте. И это причина, по которой даже продукт от огромной корпорации, которая делала все, чтобы заставить вас, нас всех там быть, там, создавала насильственно аккаунты, когда мы регистрировались в их системе, заставляла там, типа, постить себе, дублировать себе на YouTube и так далее. Помогло, проект закрыли. Закрыли просто потому, что у него не было фишки. Они сразу замахнулись сделать все на свете. Так не бывает. Сначала ты должен делать что-то одно очень хорошо. И только это тебе помогает здесь. Но парадокс в том, что действительно все те компании, которые на старте делали что-то очень одно хорошо, и фокусировались на чем-то, потом они размывались и становились огромными универсальными компаниями, делают все, лонгриды, подкасты, истории, сообщения, прямые трансляции, ну, желательно все на свете. И это та причина, по которой, на мой взгляд, вот с той самой точки горизонта все идет к тому, что все платформы, независимо от того, какого они цвета, как они называются, они, в общем, примерно одинаковые. Потому что если они не станут примерно как все, то, скорее всего, они либо остановятся в развитии, что очень плохо с точки зрения экономики, и обычно за этим следует смена менеджмента, и они снова начинают бежать в ту же самую сторону, либо они вообще закончатся, умрут и так далее. В общем, в этой индустрии, как мне кажется, нету это, знаете, когда пишут, типа, о, эту фичу скопировали оттуда-то, о, так это уже давно там, да, вообще нет такого, заимствовать не стыдно. Весь этот рынок с точки зрения платформы, он развивается путем масштабного копирования друг у друга. И часто даже, когда вы думаете, это они взяли оттуда, вы, возможно, ошибаетесь, возможно, взяли не оттуда, а еще оттуда, от какого-нибудь китайского Вичата, или там Тутяо, Таобао, вот это вот все, вы даже не знаете откуда, но это просто все взяли из одного источника и скопировали, а потом наоборот. И это нормально.
В общем-то, в этом есть еще очень важная и хорошая новость для того, о чем мы сегодня говорили. Несмотря на то, что соцсетей становится больше, платформ становится больше, форматов вроде как становится больше, я убежден, что все они плюс-минус начинают сходиться в некоторые стандартизированные формы. Ну, то есть, неважно, как у вас называется, история, сторис, series или еще как-нибудь, статус, будет какая-то суть. Это типа вертикальные слайды, которые содержат, не знаю, там, видео, фото, немножко текста, и они длятся от 12 до 15 секунд. Вот это формат. И на 20 разных платформах он плюс-минус вот один такой. Есть там есть видео для автоплея, есть видео не для автоплея, а для ручного запуска и так далее. И это хорошая новость, потому что вы в будущем, как создатели контента, всегда, ну или там к этому все идет, вы можете выбрать фокусные для вас форматы, и с минимальными адаптациями, или вообще без них, если для вас та или иная платформа не супер приоритетна, там, по сути, дистрибутировать контент на 20 разных платформ форматов, и это не будет очень сложно, просто потому что это отработанный процесс. В целом, конечно же, с другой стороны, выходя на какую-то финишную прямую, хочу сказать, что SMM и вообще вот работа в соцсетях, давайте так, я не очень люблю слово SMM, давайте скажем так, работа в соцсетях, вот в этих новых платформах, это такой бесконечный бег по кругу. Там все время что-то меняется. Ты бежишь там, расщелкиваешь этот орешек, смотришь, как, что с ним можно сделать и так далее. Потом снова меняется. Ты бежишь по кругу, там нет никакой точки, когда ты можешь остановиться и сказать: все, я король, типа, я все знаю, я все сделал, у меня все работает идеально, и так будет всегда. Всегда надо все переделать. И это сложно, с другой стороны, не знаю, насколько, хочу процитировать классика, не знаю, насколько он популярен у вас, но тем не менее, хочется это сказать его словами. В этой индустрии, друзья мои, если хочешь идти, иди. Если нет, то, конечно, наверное, возможно, это просто не для вас. Но я думаю, что это для вас, просто это еще и очень увлекательно, интересно, и дай бог, чтобы это еще и приносило деньги. На самом деле я почти закончил. Я вас уже призываю в ваших телефонах идти на menti.com. Там тоже можно задавать вопросы, вводить этот код. И пока вы это делаете, я скажу еще несколько вещей. Во-первых, спасибо вам. Подписывайтесь на меня, добавляйтесь в друзья. Если мы на что-то сегодня не успеем ответить, или у вас просто вопрос потом созреет, вы, в принципе, можете мне написать. Но самое плохое, что может быть, я просто не отвечу. Но вообще я стараюсь отвечать честно. Вот. Поэтому, если вас что-то заинтересует сегодня или потом, вы, конечно, пишите, звоните. И еще одну вещь, пока сейчас Азим начнет мне задавать вопросы ваши, наверное, если они есть. Вот, я хочу сказать еще одну вещь. Я забыл анонсировать, но мне кажется, это очень важно. Вот я поработал в разных компаниях, в разных кусочках этого рынка, я узнал одну очень важную вещь за год с небольшим работы ВКонтакте. Хочу его с вами поделиться. Это очень, очень считаю важным. Значит, вещь следующая. ВКонтакте пишется слитно из двух заглавных букв. Вот, и никогда не склоняется. Это очень важная вещь. Не знаю, как у вас, но когда, за то время, пока я не могу теперь избавиться от этого никогда, это засело в моем ДНК, меня всегда очень трогает, когда это пишется неправильно. Я думаю, что вы поймете меня, потому что, знаете, это вот примерно так же, да, то есть, типа, всегда набегают какие-то люди и говорят: по правилам русского языка все должно быть иначе. Нет. Есть название, и вот договорились называть так, значит так. Поэтому давайте называть все правильно, и это и будет нам всем счастье. А теперь, собственно, видимо, вопросы. Арсений, спасибо огромное. Давайте я предлагаю сначала подвести итог нашего вопроса в Менте, потому что вы вывели его на экран, а как люди ответили, мы еще не увидели. Так, хорошо. Давайте я его сейчас... Пока Арсений выводит, я напомню, друзья, что принять участие в вопросе Менти вы можете через приложение Mentimeter, либо же просто зайдя на сайт menti.com в вашем браузере, на компьютере или на смартфоне. Так, все видно, наконец, да? Вывел? Код на Менти 136555, вот, и можно здесь принимать уже участие. Да. Ну что, я тогда иду по вопросам. Давайте.
Ну, так, нет вопросов, прекрасно, ответили. Идея для стартапа. Слушайте, идея для стартапа, ну, так, это философский отчасти же вопрос, да, но мне кажется, что классная идея для стартапа — это тот, в который вы верите. Вот сейчас, наверное, вы уже тоже все посмотрели, ну, или многие из вас посмотрели там выпуск Дудя последний, где он про Кремниевую долину, и там, вот все эти люди, они на самом деле говорят же очевидные вещи, типа, делайте то, во что верите, много, там, идей много, не все стреляют, и так далее. Но это правда, кажется, что так, потому что сколько даже вот у меня были попытки что-то запустить, и классные идеи разваливаются на реализации, если они не для вас. А то, что вы любите, то, что вы делаете, иногда, вопреки всему, это получается. Это важно, мне кажется, всегда из этого исходить. Какой видеохост, по вашему мнению, лучше, YouTube или фейсбучный, наверное, да? Правильно, ну, ФБшный? На мой взгляд, все зависит от того, какую мы задачу ставим. Но, конечно, если так в вакууме смотреть, YouTube намного лучше. Ну, просто потому, что он там плеер лучше, совершеннее, инструментов больше и так далее. Facebook лучше просто может быть только за счет того, что он вшит в огромную экосистему Facebook, и он иногда, ну, особенно раньше, сейчас уже не так, позволял получать огромный охват. Ну, вот это вот типа ранжирование в ленте с какой-то феноменальным ускорением. Многие же проекты в свое время поднялись на том, что они начали как бешеные просто с 2014 года делать много видео, они собирали тысячи, миллионы просмотров и так далее. Лавочка немножко прикрылась. Как таковой рынок видео Facebook в целом проиграл YouTube, и сейчас безуспешно проигрывает Instagram, поэтому YouTube, конечно, number one с огромным отрывом, на мой взгляд. Какое будущее Арсений, встроено? прошу Да? прощения, можно я прерву, дико извиняюсь? Да-да-да. Я предлагаю немножко вернуться к нашему регламенту, задать вопросы у Окей. наших участников. Такая возможность есть. Друзья, для этого Мгм. я предлагаю вам всем, как некоторые наши коллеги уже сделали, адресовать ваши вопросы через наш групповой чат. И, Арсений, если вы не против, наверное, подведем, да, итог этой презентации и вот этого Да. голосования по Ментиметру. Арсений, огромное спасибо. Очень интересная презентация. Очень классным, доступным языком объяснили. И вот, мне кажется, отзывы наших слушателей как раз в вашем опросе Менти все это подтверждают. Очень слова благодарности. Друзья, вот здесь Спасибо. Улугбек Акишев, он переживает, что он написал в Менте вопрос, а мы сейчас его снова просим перейти в наш Zoom-чат. Друзья, давайте, если не сложно, продублируем те же самые вопросы и уже в порядке приоритетности будем Арсению эти вопросы задавать. Я бы Арсений, предложил просто, что, конечно, у чата приоритет. Просто если вдруг на этой доске появится какой-то сумасшедший вопрос, который очень интересен, то мы просто можем оттуда его выбрать. точно, Но да, по без регламенту проблем. приоритет у чата, да. Да, такой очень патерналистский у нас получился подход, возвращая спикера к регламенту. Арсений, еще раз большое спасибо. Давайте, пока наши слушатели перекидывают свои вопросы в наш Zoom-чат, можете сделать такой небольшой кик-офф, и вам задам вопрос, и как раз будет время у наших друзей эти вопросы свои заново набрать. Очень интересное наблюдение, на мой взгляд, было о том, что все социальные платформы сегодня мимикрируют друг под друга, идут в каком-то таком одном направлении навстречу друг другу, какой-то общей точки пересечения. И здесь, знаете, у меня сразу возникает вопрос, учитывая как раз ваш бэкграунд работы ВКонтакте, видите, я правильно сказал, я не сказал во ВКонтакте, как раньше, я сказал ВКонтакте. Вот. Да. ВКонтакте, вам не кажется, что когда большие компании начинают быстро копировать и адаптироваться под новые какие-то возникающие фишки, это существенно ограничивает возможность для маленьких платформ для выхода на рынок? Потому что ты придумал вроде маленькую фишку, но уже огромные гиганты типа Фейсбука или Твиттера, Инстаграма, Ютуба, кого угодно, они могут это взять и у себя адаптировать в короткие сроки и сразу же скапитализировать на уже имеющей своей аудитории. Кажется, и это действительно так. То есть я думаю, что, ну, в общем, опять же, тут далеко не надо ходить. Есть практика, есть примеры, которые говорят очень простую вещь. Действительно, все, что более-менее интересное появляется, оно мгновенно копируется. В лучшем случае покупается, в худшем случае просто копируется, и де-факто там молодые компании без ресурса давят. Исключение, это, в общем, реально плюс-минус одно за последнее время, это тот самый TikTok.
но на секундочку это такое интересное исключение, потому что за ТикТоком, даже если он, как это говорят, сейчас самый модный и дорогой стартап в мире, но, в общем-то, за ним стоит огромная корпорация. То есть сегодня в гараже запустить какой-то вау-сервис и надеяться, что он станет новым Фейсбуком, мне кажется, практически невозможно. То есть в этом смысле рынок сильно поделен уже, и войти в него катастрофически сложно. То есть, наверное, это возможно, но, я не знаю, должен быть такое стечение обстоятельств бешеное, что маловероятно. Спасибо. Вот давайте я зачитаю один из вопросов, адресованных нашими слушателями. Конучбек Джусанов пишет: как думаете, переупаковка контента на разных платформах, не надоест ли это аудитории, если человек обычно пользуется несколькими платформами? То есть насколько вообще является раздражающим фактором, если ты заходишь в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб и постоянно видишь один и тот же контент, просто в разных форматах? Я думаю, что, конечно, в формате там, ты активный пользователь нескольких платформ надоест. И здесь есть как бы несколько спасительных путей от этого. Есть первый момент, что, например, как мы говорили, вот типа, если ты, например, блогер, на мой взгляд, да, то тебе действительно не нужно этим заниматься, потому что за тобой следят, скорее всего, прежде как там за некой личностью, да, то есть и здесь очень важно, что, не знаю, тут я, значит, видео, как я что-то делаю, а вот здесь, не знаю, на YouTube видео, а в Instagram бэкстейдж, как я это делаю. И тогда у меня стереокартинка мне нравится. Типа одно и то же везде, сомнительно. Если, типа, как многие делают, а-ля смотрите, в Инстаграм пишут, смотрите новое видео на Ютубе, но это не переупаковка, это просто разная тактика. С точки зрения, это первый вариант. То есть я думаю, что просто все не будут никогда переупаковывать, просто это многим и не нужно. Если мы говорим, например, про какой-то процесс, который медиа ставит на поток, то, во-первых, допускаю, что, опять же, ты не везде захочешь подписываться, даже на медиа, которым очень лоялен. Не знаю, то есть, например, у меня есть подписка на «Ведомости», и я, мне кажется, в смысле, подписка платная, то есть, но при этом я из всех соцсетей подписан на них, как на их аккаунт, только в Телеграм, потому что мне удобно, они туда дайджесты присылают, я такой, хоба, почитаю здесь. Я не хочу их видеть в Инстаграме, я не хочу их видеть ВКонтакте, не хочу их видеть в Фейсбуке, я вообще нигде их не хочу видеть, кроме того места, где, они мне функционально нужны. Вот, и это важно понимать, что люди все-таки чуть-чуть управляют. А третье, даже если, предположим, вы такой подписались везде, от того, как вы взаимодействуете с этим контентом, зависит же ранжирование в алгоритмах, в алгоритмах лент. Они сейчас везде, по сути, кроме там пока еще мессенджеров, алгоритмические, а не хронологические. Значит, если вы просто алгоритм видит, что, не знаю, вот на Фейсбуке вы отлично кликаете на статьи ведомостей, а во ВКонтакте вообще не кликаете, то это приведет к тому, что Фейсбук вам будет много подсовывать статей ведомостей, а ВКонтакте перестанет это делать. И таким образом как бы экосистема восстановится. В общем, я думаю, что проблема действительно существует, но она решается вот за счет того, что, не все делают, и, б, как-то мир потихонечку приспосабливается за счет алгоритмов, которые все-таки работают. На дистанции это так. Последнее скажу. Единственное, что, наверное, может иметь место какая-то супер талантливая переупаковка, когда ты такой смотришь и даже вот так переупаковали в, не знаю, там в Инстаграм эту новость, что ты смотришь, чертяки, как хорошо сделали. Но я думаю, что это редкость. Скорее всего, просто... Такое, наверное, да. восхищение ремесленника ремеслом другого ремесленника. Возможно, но это редкий случай. В общем, я бы на это, конечно, не надеялся. Собственно говоря, возвращаясь к алгоритмам, которые вы упомянули, здесь задают такой вопрос тоже. Улугбек Акишев, я процитирую. Нафига переупаковывать видео для ФБ и Инстаграма, если есть прецедент, когда эта платформа, то есть единая компания, искусственно завышала просмотры и охват? Как доверять большим платформам и как проверять достоверность охвата? Вообще, это как вы считаете, работа с контентом, борьба за аудиторию, это такая честная борьба, или же все-таки правила этой игры так или иначе подтягиваются этими большими компаниями? Слушайте, это очень, это философский вопрос. То есть, смотрите, наверное, если действительно пытаться в этом разобраться, то здесь нужно начинать не с этапа, типа вот платформа, у нее есть показатели, а с этапа раньше,
а что вам вообще надо? Ну, то есть, смотрите, какова ваша цель, какие ваши метрики успеха, что вам нужно. То есть, опять же, если вы, не знаю, там, бренд, если вы, условно, Coca-Cola, упростим ситуацию, вам нужно просто рассказывать, что вы классные, везде показывать, то в целом, наверное, там большое количество, не знаю, там контактов, просмотров и так далее, оно, в общем, отвечает на вопрос, что это хорошо. Да, там есть вторичные метрики, вы такие задумаетесь, а равен ли, например, один просмотр YouTube одному просмотру в Instagram, или там есть другие правила. Вы начинаете в этом копаться, понимаете, что не равен, потом вы, не знаю, там на основании каких-то исследований личного опыта делаете выводы, насколько они там, обменный курс и так далее. Ну и вот все такое. То есть вам нужно выстроить собственную философию в зависимости от того, какие цели вы преследуете. Давайте по-честному. Если, например, вы, не знаю, там, сотрудник отдела дистрибуции медиа, или там не дистрибуции, не знаю, там, social-медиа отдела какого-нибудь медиа, и у вас, не знаю, начальство плохо понимает в том вообще, как они устроены, типа они хорошо понимают в сайтах, плохо в соцсетях, и вам очень хочется, не знаю, там, получить премию, и это единственная ваша цель по жизни, ну, например, вот такой вот бесстыжий человек, то, возможно, для вас очень понятно, типа, зачем? Затем, чтобы показать большие просмотры, получить премию. Насколько это по жизни поможет вам и вашему медиа, спор, ну и так далее. То есть мне кажется, что доверять вообще, ну, условно говоря, никому не нужно. Я имею в виду, типа, доверять платформе. Да не нужно никому доверять. Все решают свои задачи. Нету ни одной бесконечно идеальной платформы. Все в конце концов, преследуют какие-то свои цели. Поэтому что нужно делать, на мой взгляд, это просто, ну, там, задаваться бесконечно вопросами. Что я делаю? Зачем? И выстраивать эту цепочку. И тогда как бы все, ну, типа, много информации на самом деле доступно. Вы сами можете сделать все выводы, где автоплей, где нет, где с нулевой секунды засчитывать просмотр, где там, не знаю, с 10-й. Ну и дальше просто Арсений, смотрите. спасибо. Действительно, такое у нас экзистенциальное уже рассуждение как бы на эту тему происходит, Да, философский да. вопрос. Арсений, я предлагаю вам снова обратиться к вашему ментиметру и подыскать какой-то вопрос, который, на ваш взгляд, кажется интересным, лично отобрать его, сделать такой хэндпик. А пока вы выбираете этот вопрос, друзья, я хочу напомнить, что у участников сегодняшней конференции есть возможность задать вопрос голосом. Для этого я предлагаю вам в Zoom нажать на кнопку Participants, участники, и вы там увидите такую иконку синей ладошки. Если вы нажмете на эту иконку, то я буду знать, что вы хотите задать вопрос голосом, и благодаря поддержке нашей технической команды я смогу вас включить в наш эфир, чтобы вы лично могли этот вопрос озвучить. А теперь, Арсений, слово вам. Да, смотрите, тут есть просто очень много таких технических вопросов, типа топ-5 сетей, его довольно, ну, там, с оговоркой, что есть разные измерители, но, в общем, это более-менее какая-то статистика понятная. Есть вопросы типа, что не знаю, какие инструменты. Во многих вещах я просто плохо разбираюсь. Ну, типа, я не могу вам сказать конкретные инструменты, не знаю, там, программы для монтажа и так далее. Пример медиа тоже немножко все вкусовщина. Вот я, знаете, вот я этот выберу, потому что, мне кажется, он, опять же, важный в следующем. Он про то, как быть вот в курсе того, что происходит, и, ну, когда. Как быть в курсе происходит. Во-первых, я хочу сказать важную вещь. Если вам никому никогда не нужно стремиться знать все. Большое мое открытие после работы в социальной сети состоит в том, что настолько все сложно и запутано, что даже внутри компании нет ни одного человека, который знает, что с конкретно этой социальной сетью вообще все, что с ней происходит. Знаю только там, генеральную линию, в целом, куда направление движется и так далее. И этого достаточно. Есть огромное количество экспериментов, которые проводятся постоянно. Поэтому что вам нужно сделать? Вам нужно просто отслеживать, ну, грубо говоря, тенденции и искать их. Эти включили, ну, то есть, грубо говоря, вы сейчас смотрите, что за последнюю неделю крупнейшие компании Facebook, Google тоже запустили свои апдейты или видеозвонки групповые, и вы такие, ага, это тенденция, все делают, ну, типа, понятно, почему это берется, но тем не менее, вот такого рода вещи. А чтобы это отслеживать, мне кажется, тоже не нужно быть супер
как сказать, замороченным человеком, который подписан на 300 тысяч отраслевых медиа, я предлагаю вам просто выбрать, грубо говоря, какое-то одно, ну, то есть, и еще желательно читать источники новостей от самих платформ, которые для вас важны. Ну, то есть, грубо говоря, если там, чтобы быть в курсе того, что происходит ВКонтакте, я подписан на несколько официальных страниц ВКонтакте, которые публикуют новости об обновлениях, существенных апдейтах и так далее. Не знаю, там, если мне важно, что делает Telegram, то он не так присылает, это понятное дело, с каждым обновлением. Если мне важно, что делает Instagram, там, захожу в их блог и читаю, что есть. Ну, плюс, там, типа, есть, не знаю, какой-нибудь для меня, там, VC.ru, в котором я читаю новости, и еще, может быть, несколько адекватных медиа, которые аккумулируют информацию за вас. Много не нужно. Нужно просто по верхам быть в курсе того, что происходит, и этого достаточно. Иначе вы сойдете с ума от ощущения, типа, мне нужно больше инсайтов, мне нужно больше информации. Не нужно. В целом, на самом деле, стратегия развития обычно довольно понятна у всех, поэтому просто следите за картинкой вообще. Спасибо, Арсений. Друзья, как я уже упоминал, у вас есть возможность задать вопрос голосом. Для этого нужно нажать на кнопочку Participants, участники, и нажать иконку синей ладошки. Пока наши слушатели решаются, сегодня все стеснительные, набираются смелости, я предлагаю задать вопрос с Фейсбука, потому что наш эфир выходит в лайв на Фейсбуке тоже, и сейчас к нам коллеги из Интерньюса тоже подключатся в чат. Я так полагаю, озвучат вопрос голосом, да, друзья? Я правильно понимаю? Да. Все, сейчас тогда ждем, и по мгновению А я волшебного... пока скажу, пока мы ждем, я скажу, что вы не переживайте, если сейчас не будет, значит, вопросов или что-то еще. У меня есть еще, если у нас останется минут 7, у меня есть еще маленький финал. Поэтому не отключайтесь. У меня вопросов тоже очень много, поэтому тоже не переживаем. Ладно, тогда я надеюсь, что Да. останется время. Ага. Здравствуйте, коллеги. У нас есть один вопрос на Фейсбуке. Пользователь Трудубаева Элира спрашивает, согласны ли вы с утверждением Маршала Маклюина «Medium is a message», что новое средство коммуникации несет новый тип информации? Что же нас сегодня на философию-то тянет? Слушайте, ну, и да, и нет. Ну, то есть есть банальные вещи, то есть понятно, что когда у нас появляется, не знаю, видео, сообщения, отправлять их человеку, то вроде как можно передать другую информацию. И да, несет. Но, с другой стороны, я глубоко убежден, что, несмотря на многообразие форм и форматов, суть примерно везде одна и та же. То есть, грубо говоря, есть какие-то вещи, типа, я не знаю, там, драматургия, типа того, как ты упаковываешь, подаешь формат и так далее, язык. Даже самые проекты сейчас запускают по которым много уже делаются. Я что очень многое надо заимствовать. Форма меняется, но какие-то азы человеческого внимания, они все такие же. Ну, типа меняются хронометраж, когда человек может удерживать внимание. Но не меняется сама суть, как его привлекать. То есть, в общем, я считаю, что форму переоценивать инструменты не нужно. Нужно гармонично брать лучшее, что есть, в том числе от старого. Спасибо. Арсений, можно я попрошу вас пока закрыть скриншеринг, потому что у нас небольшие помехи со связью. Я думаю, что чтобы чуть-чуть не перенапрягать систему. Так, и мы с вами прямо так лицом к лицу можем продолжить нашу беседу. Спасибо большое. Арсений, ну, кстати, знаете, мне кажется, вопрос даже... Одна секунда. Все, да. Вопрос мой следующий связан с предыдущим вопросом от наших зрителей на Фейсбуке. И вы, кстати, об этом тоже начали говорить, возможно, это даже продолжает тему того, что платформы становятся похожими. Есть ли сегодня так называемый контент для конкретной платформы? Ну, то есть, есть, например, TikTok, где люди танцуют, но в ТикТоке тоже много уже политической информации. Есть как бы Инстаграмчик, который вроде такой уютный с картинками, но в Инстаграме тоже уже появляются тексты, в Инстаграме есть карусель, которая позволяет делать очень такой разноплановый медиа-контент. И, собственно, вы сказали, что все платформы, как правило, успешно начинают с одной очень с маленького узкого фокуса, затем они как бы уходят вширь. Так вот, есть ли типичный контент для какой-то конкретной платформы, на ваш взгляд?
Да, мне кажется, конечно же, есть, и в этом как раз интересная вот та самая специфика заложена где-то внутри. То есть как вот в этом всем моем представлений действительно в перспективе все очень похожи технически инфраструктура на платформы, но у каждой платформы есть еще вторая важная фишка, это какое-то ядро ее аудитории, которое сложилось исторически. То есть, грубо говоря, Twitter — это очень язвительная, саркастическая, местами грубая платформа. И с этим ты ничего не сделаешь, да? А есть Одноклассники, где вот это все там «молюсь за тебя», значит, типа 5 с плюсом, рецептики, и это тоже, типа, Одноклассники сколько угодно могут там усовершенствовать свою платформу, ввести какие угодно классные новые фичи, но ядро аудитории вот привыкло быть таким, и поэтому, не знаю, там у них, не знаю, грубо говоря, какой-нибудь там псевдофилософская история про какой-нибудь семейный очаг, грубо говоря, может собрать гораздо больше, чем что-либо другое, вовлечение и так далее. Поэтому мне кажется, что действительно есть очень много типов контента, которые просто хорошо прижились. Ну, ровно как, не знаю, там, мы берем тот же Инстаграм, и там, конечно же, вот это в свое время все эти фитоняши и красивые девушки, ну, там были, возможно, визитной карточкой, которые нигде столько не собирали, сколько там. И это можно было сказать, что это типичный контент. Сейчас, наверное, чуть-чуть все меняется, диверсифицируется, в том числе потому, что для многих Инстаграм вообще становится основной платформой коммуникации. Меня лично, как человек, очень бесит лонгриды в постах, ну, когда, типа, ты публикуешь свою красивую фотку, а дальше философские мысли на какие-то серьезные темы. Это, мне кажется, дико и странно, но как бы это мне. А вообще, в целом, аудитория как бы такое заходит. Ну и так далее. Типа ВКонтакте до поры до времени, конечно же, ассоциировался с этими бесконечными мемами и демотиваторами. Сейчас это тоже чуть подразмылось, но в целом это более характерный контент там, нежели, не знаю, там, в Фейсбуке. Во всяком случае, наверное, в русскоязычной части. То есть, да, типажи контента есть, они связаны скорее с ядром аудитории. Аудитория определяет контент, собственно, не Ну платформа да, как да, жанр. да. Платформа типа пытается делать, условно говоря, все хорошо, но взлетает то, что ближе к конкретному ядру аудитории. Мгм. Вы, как я сказал, я делал бэкграунд-чек, я смотрел ваши выступления, и мне очень понравилось ваше выступление на тему инерции в медиа. И, собственно, если мы вспомним базовый школьный курс физики, то мы знаем, что по инерции тело, которое находится в движении, стремится быть в движении, тело, которое находится, вот я по-английски проходил физику, наверное, в состоянии покоя, стремится остаться в состоянии покоя. Вот пандемия COVID-19, по причине которой мы с вами разговариваем не лицом к лицу, а вот монитор к монитору, тоже стала катализатором больших изменений вот, медиаландшафта и вообще культуры медиапотребления. Если мы обратимся вот к тому, как сейчас платформы меняются, как они пытаются адаптироваться под эту пандемию, как вы считаете, вот какие вот изменения, на ваш взгляд, сейчас наиболее ключевые? И второй момент, является ли это временным как бы ответом на кризис, или же вот сейчас происходит какая-то очень большая трансформация, которая останется с нами здесь надолго? Мне кажется, что я думаю так, что платформы, конечно же, меняются, но, если честно, я не вижу каких-то вещей, которые не эволюционны в этом. Ну, то есть, что угодно возьмем, не знаю, там появилась, ну, опять же, типа, групповые звонки, видеозвонки в Фейсбуке, мессенджеры, но ну, явно они их, типа, вот не только что придумали, это просто была какая-то разработка, которую достали там из долгого ящика или ускорили, потому что время и так далее. Я не вспомню, наверное, ни одной, как бы, фичи, которая была бы принципиально, ну, на мой взгляд, придумана чисто под это. Это, скорее всего, они были где-то в идеях, просто время пришло. Но есть вторая история, это то, опять же, про людей, про то, как мы потребляем, что мы делаем и так далее. Вот здесь, кажется, изменения произойдут гораздо более сильными. Ну, то есть те же самые видеозвонки вместо встреч, удаленная работа вместо работы в офисе, и вот все такие вещи, и, возможно, даже где-то там усталость от определенного контента или наоборот, тот факт, что он прямо нагнетается со всех сторон. Вот мне кажется, вот такие вот вещи, они гораздо больше как сказать, отпечатываются не на том, как выглядят платформы.
какие у них есть сервисы, а на том, как мы им пользуемся, а чем-то не пользуемся. И вот мне кажется, человеческие изменения будут гораздо более сильными, а все остальное, ну, просто логичное ускорение определенных эволюционных вещей. Вот, я бы так Арсений, сказал. мне очень нравится вот, что почти во всех ваших ответах есть такая очень понятная линия, что на самом деле платформы и технологии и коммуникации — это вторично, прошу прощения, что все определяется на самом деле человеком, то есть человек находится как бы в сердце всех этих идей, всех этих технологий, и как человек этим пользуется, определяет как бы судьбу всех этих сервисов и технологий. У нас остается не очень много времени, Арсений, поэтому мы все заинтригованы сюрпризом, который вы нам припасли. Я предлагаю обратиться к нему. Да, друзья, я напоминаю, что если вы не задали какой-то очень важный вопрос, вы всегда можете написать мне, я попробую на него ответить. Про людей я скажу, что действительно люди определяют, потому что на самом деле сегодня, на удивление, платформы не владеют людьми. Есть ошибочное мнение, что типа если ты пользователь той или иной платформы, то платформа имеет безграничное обладание какой-то бы. Нет, неправда, власти нету, поэтому они все конкурируют друг с другом, и поэтому влияние аудитории на то, что хорошо, что плохо, оно сильно. Другое дело, что аудитории тоже сложно, это не один человек, это некая разнонаправленная масса. Ну ладно, друзья, доставайте ваши телефоны, потому что сейчас вы слышите пронзительную музыку. Я прошу техническую команду, если она будет слишком пронзительная, ее делать потише, я хочу поиграть с вами в квиз. Так, одну секунду. Так, вот в моих ушах музыка ужасно звучит, и ее довольно много, но что поделать. Давайте присоединяйтесь. Я приготовил сегодня 6 вопросов, которые, возможно, как-то... Возможно, это из наушников. Арсений, мы не слышим музыку. Так, сейчас, одну секунду. Что-что? Возможно, это из-за наушников, мы не слышим музыку. Если получится отключить наушники и включить динамики на вашем устройстве, там, на компьютере или где. Эх, слышал бы. Если честно, я прямо сейчас вообще практически ничего не слышу. Я учту это на будущее. Прошу прощения, так, давайте. Там есть кнопка «Использовать аудио компьютера». Может быть, тогда пойдет звук? А есть кнопка внизу, вот в ряде кнопок «Использовать аудио компьютера». Я хочу сказать, что это не божественный голос, и даже не голос Архангела, это всего лишь наша техническая... Да, я понял. На самом деле я выключил музыку у себя, и, возможно, я не хочу, чтобы вы ее слышали. Ладно, друзья, давайте считать, что вы уже все зарегистрировались, кто хотел. 3, 2, 1. Мы начинаем наш супер-квиз. Итак, друзья, значит, сейчас будет несколько вариантов ответа. Вам нужно ответить как можно быстрее. Какая соцсеть из перечисленных появилась раньше? Мой мир, Одноклассники, ВКонтакте или Инстаграм? Ну, кажется, я думаю, что даже «Мой мир» у вас когда-то тоже был немножко популярен. Не то, что достаточно популярен. Mail-агент — это была главная платформа да, ну вот сейчас узнаем. для общения. Ну, нет, друзья, Одноклассники, на самом деле, да, самая ранняя соцсеть среди всех, это, конечно же, Одноклассники. Они появились весной 2006 года, им уже 14 лет, это много. Следующий вопрос. Тоже скорость влияет, но гораздо важнее правильность. Какое приложение впервые позволило делать прямые видеотрансляции пользователям? Twitter, OKLive, Periscope или приложение Meerkat? Это интересный вопрос. Посмотрим, что вы ответите на него. Я думаю, что большинство ответит неправильно, потому что, скорее всего, вы выберете Periscope. И это правда. Но Periscope — это был ответ Твиттера на приложение Meerkat. Про это мало кто помнит. Все думают, что Periscope был первым. Нет, сначала был Meerkat. Твиттер увидел, что тема взлетает, заблокировал у себя Meerkat и запустил Periscope. Но Periscope также отчасти, наверное, погиб. Возможно, это кармическое наказание за то, что ты блокируешь чужие маленькие проекты, про то, что мы сегодня говорили. Сейчас, кажется, будет возможность ответить сразу на несколько вариантов ответа возможно. В каких мессенджерах пользователи могут непосредственно в мессенджере создавать свои стикеры, а не только пользоваться предложенными. Слушайте, нет, здесь два варианта правильных. Я вам честно скажу, но выбрать вы можете один, просто шансы на победу, они чуть-чуть больше.
И вы правы, 24 человека, потому что Telegram и Viber это два ресурса, на которых можно создавать свои стикеры. Я лично сам недавно узнал, что в Viber это можно, и я очень радовался, но не создал, потому что я ни с кем там не переписываюсь, но люди там есть. Может быть, у вас мало Промежуточный друзей из лидерборд. Грузии? Из Беларуси еще. У меня много, но почему-то они все переписываются не в Вайбере. Так, Азамат у нас лидирует. Но у нас еще 3 вопроса, друзья. У вас есть возможность. Я не знаю, что я вам подарю. Я бы вам подарил бесплатные стикеры ВКонтакте или, еще, спишемся, в общем, мне потом пришлете, решим. Как называется YouTube от Яндекса? Сервис, который аналогичен YouTube. У вас есть возможность вписать это название прямо. У вас сейчас появится рамочка. Я думаю, что, скорее всего, если вы узнаете ответ, то вы не ошибетесь в написании. Я несколько разных. Так, что, есть? Есть правильный ответ, потому что правильный ответ — это эфир, Яндекс.Эфир. И у нас там есть один правильный ответ. Молодцы, друзья, Яндекс.Эфир. Но это плохой пока, к сожалению, YouTube. Но вроде как они собираются перезапускаться, и будет круче. Еще 2 вопроса. Значит, сейчас, как на старте назывались каналы Viber? То, что похоже на каналы, как называлось, тоже напишите ваш вариант в окошечко. Дело в том, что это как раз история про то, что сначала было довольно самобытно, а потом все там плюс-минус стало как везде. Вот, а на старте это называлось паблик-чаты. Это называлось, но у нас, кажется, нету ни одного правильного ответа. Ничего, бывает. Короче говоря, это очень было давно. Но это правда было. Это потом стали каналы, сообщества и все. Выходим на финишную прямую. Сейчас самый вопрос, который определит победителя сегодняшней викторины. И он такой: где нет формата контента типа Stories? Вам надо будет выбрать вариантик ответа. WhatsApp, Facebook, ВКонтакте или Одноклассники. Что-то типа Stories. Называться может по-другому, какая-то вертикальная штука. Листается слайдер. Итак, где же, по-вашему, ее нету? В Одноклассниках. Да, вы абсолютно правы. У этих ребят его нет, несмотря на всю их продвинутость. Возможно, они считают, что действительно их аудитории это не надо. Итого, по результатам нашего сегодняшнего квиза, ого, кажется, сейчас, подождите, интрига. Но нет. Азамат, пишите мне в личку, я не знаю, я вам какой-нибудь виртуальный подарок сделаю, или, я не знаю, что-нибудь решим. Короче, друзья, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы были сегодня со мной, с нами. Если хотите, можете оценить, а можете нет, я не знаю. Азим? Да, мне ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Арсений, большое спасибо за классную презентацию. И вообще вот этот интерактив, по-моему, стал таким самым зажигательным вообще компонентом вашей презентации. Друзья, я предлагаю поддерживать с Арсением связь. Арсений, если получится, пока я подвожу итог, вывести вот тот слайдик, где были ваши контакты в презентации. Да, одну секунду, я сейчас его найду. Я не знаю, просто находится ли Арсений сегодня в хорошем расположении духа, или действительно всем он будет отвечать, но пообещал, по крайней мере, постараться. Я хочу сказать, что я не факт, что буду прямо сегодня, то есть я не уверен, то есть, может, если вдруг сейчас шквал сообщений, там, работа, все дела, но я не пропущу и точно отвечу. В общем, если вы не переживаете, если я прямо сейчас не отвечаю, но я думаю, что в течение дня-двух то уж точно отвечу. Вот. Как минимум скажу, извините, ничем не могу помочь. Такой вариант тоже всегда есть, поэтому подписывайтесь, пишите, выкладывайте ваши отзывы, фотографии и все такое. Надеюсь, Арсений, было интересно. В это непростое время я желаю вам здоровья. Я желаю, чтобы индустрия, которая сегодня стремительно меняется, чтобы она менялась не быстрее нашего мышления, чтобы мы за ней поспевали, а желательно опережали. Друзья, пока мы подводим итог, я бы хотел попросить техническую группу Интерньюз вывести наш опрос, и это займет буквально сколько? 1 минуту времени или сколько? 2 минуты времени, простите, я чуть-чуть, наверное, зажал времени. 2 минуты времени. Оцените, пожалуйста, презентацию Арсения. Я думаю, если вам так же понравилось, как и мне, то вам будет приятно поставить нашему спикеру прекрасную оценку.
Арсений, спасибо вам большое, был рад с вами познакомиться. Спасибо вам. Я надеюсь, что когда-нибудь в не очень отдаленное время я еще раз уже физически смогу приехать, и, может быть, с кем-то из вас мы увидимся. Спасибо вам. Спасибо. Все, тогда я пойду. Я тоже, пожалуй. Все, хорошего дня. Вам тоже спасибо.